Привет всем! Сегодня у нас необычный гость. Сегодня мы рады видеть в своем клубе Геннадия Кузнецова, заслуженного артиста России, народного артиста Удмуртской республики. Думаю, о своей судьбе он расскажет сам. Я только задавать буду ключевые вопросы из его биографии. Ну, начнем? Начнем. Итак, был период в жизни, когда он, может быть, раздвоился. Одна стезя так в Айкай, а другая осталась частичка сердца в Италмасе. Было такое? Было, да, было. И как это произошло? Италмас или Айкай? Но, вы знаете, я 12 лет работал в Италмасе. Я после учебы, Анатолий Васильевич меня, Мамонтов, сразу вот посмотрел, ну, и позвал к себе в Италмас работать. То есть я 3 января 1978 года уже был в Италмасе, работать начал. Вот. Естественно, вот там я 12 лет... Это сколько лет было? По возрасту? Мне? Да. Ну, после армии, так это... А, в армии еще успели? Да, да. Вот во время учебы, значит, меня забрали в армию, 2 года служил, потом я продолжил учиться, а потом... Учиться где? В культурно-просветительном училище тогда, так называлось. Ну, мы называли кулек. Кулек, да, да. На бумажке. Да. Вот. Мы туда к девчонкам ходили. Может быть. К вашим. Ну да. Все знали кулек. Просто я хотел продолжить дальше, после учебы думал в Казань поехать, значит, в институт культуры или что. Ну, раз тут такое дело, я раньше Италмаса не знал. Вот, и вот когда учился, естественно, уже там уже видишь, встречаешься с артистами, так вот, иногда сборные концерты бывали у нас раньше на праздники там такие. Вот, у меня появилась мечта, думаю, как бы, может быть, попасть в Италмас. Ну, судьба так сложилась, что вот я в 1978 году, 3 января, начал работать в Италмасе. Но тоже не просто так, ведь кто-то должен обратить был внимание на умение, владение инструментом. Видимо, вот Анатолий Васильевич Мамонтов я понравился. Не знаю, вот... Вокруг Мамонтова случайных людей не было, на минутку. Вот. Значит, что-то, да, такое было, да. И вот сколько лет в Италмасе? 12 лет я проработал. Ну, а как так получилось? Такой успешный ансамбль, страна, мир у ног. Да. Гастроли, внимание. Что еще? И, кстати, звание вы там получили? Да, я получил звание заслуженный артист РСФСР. РСФСР. Да, тогда. И сколько вам лет тогда было? Ну, после армии, значит, 20, это где-то, около 30, наверное, было. Ну, это фантастика. Это в 30 лет получить такое звание, это дорогого стоит. Я, конечно, счастлив. О себе не говорю хорошо. Да, о себе я не люблю так там хвастаться, там что-то говорить такое. Я люблю работать. Ну, карьера шла в гору, как говорят, перла на всех парах. И вдруг... Ну, может быть, да. И вдруг вот такая ситуация, вот хотелось больше песен удмуртских, которые вот и чисто ближе к народу хотелось. А что, в Италмасе не было? Ну, там немножко направление было как бы другое. А здесь именно хотелось бы в удмуртских костюмах, вот именно вот таких. То есть, достигнув там одного, хотелось расширять диапазон своего творчества. Другого, да, вот именно ближе к народу, именно петь такие же песни народные, может быть, даже не обрабатывая их слишком, не делать, чтобы песню никто там уже не узнавал, допустим, песню. Или что-то другое вот было. Ну, я не знаю, вот, что-то время такое было как-то вот смутное тогда, 90-е годы. И вот так получилось, что создали новый коллектив. Не так.
Я сплю, лежу, и вдруг птица удачи приземляется на макушку и говорят: Геннадий, Да. за новым титулом вперед из Да. песней. Но, естественно, была опасность то, что никаких этих самых... У нас инструментов не было никаких. У нас костюмов... До 90-е ничего, годы это разруха, всё такое разруха. Ничего кушать абсолютно. нечего. Здания нет, как нет, это самое. Это же вообще не здание. Вот ушли просто А так. кто это рискнул-то? Это же чудо. Взять Но- и уйти в никуда. Заслуженный человек уже с титулом взять и... Виктор и как- Геннадьевич Данилов был первый директор. Вот, Это ж как он вас сумел зажечь, что вы поверили? Ну и- мы как-то, да, вот поверили, вот именно вот то, что продолжить искусство удмуртского народа, вот именно ближе к народу, вот это как-то организовать такую вот хотелось. А как вас в то время же все в Китай, челночники, барахольщики, чулки, носки, спирт, рояль, коньяк, Наполеон, и вас понесло в культуру? Я, знаете, что скажу? Вот. Как-то с деньгами было очень туго. Да вообще никак. Вообще никак. И 3000% у меня инфляции. лежал какой-то такой замок, новый замок совершенно. А тогда же это самый... Я пошел на рынок продавать Замок. замок. И мне было стыдно. Я не Всем могу, было я, стыдно. я артист, и я вот пошел продавать. И мне помог Ворончик Михаил Тимофеевич. Он уже ездил тогда и в У него Китай. был опыт. Опыт был. Постояли люди. О, здравствуйте, здравствуйте, что вы тут делаете? Вот, значит, и он замок продаем, покупайте. Ну, продали там замок, так, это самое. Ну вот, единственное вот такое было, а вот, ну, жизнь такая была. Но своим убеждением, как бы с верности и постоянству, вот, творчеству вы не изменяли никогда. Нет, да. Пережили эти 90-е годы. Да. А тогда это- вопрос, вот вы объединились, ушли из Италмаса, бренд, раскрученный бренд, и вдруг появляется группа, но вы же еще не назывались никак. Да, было такое время, да, вот когда мы создались, но у нас название И чье, кто коллектива- предложил? названия коллектива не было. Ну, у нас просто объявили конкурс. Так. Кто найдет, ну, лучше там, значит, предложит название. Ну, я подумал, так и... Ночь не спал, мучился, да всяко неделю. было, да всяко было. Хотелось как-то... Какую-то Название литературу такое. смотрели. Да, брошюрку такую смотрел. Хотелось какое-то необычное. Конечно, это Там основа. Чип-Чирган был уже, потом, значит, уже, ну, Джардон, значит, ну, как-то вроде это не то. Вот. Не ласкает Ну слух. да. Рисковато. И представляешь, вот так, будем, на ты перешли, так будем. Да. Да. Вот, и вдруг тут название такое, Айкай. Главное, Озарило. Айкай. Это, Да. это Красиво совсем очень. Красиво, очень, Очень. необычно. Как-то такое вот название. Ну, я предложил, с тех пор вот. Я об этом не люблю говорить, конечно, но что я предложил. Просто
Ну, То есть- когда-то надо и говорить. Авторские отчисления не получаете Да за нет. название. Я в один колхоз приехал еще в те времена смутные. Он назывался «Россия». Я спрашиваю председателя, тогда уже ООО образовывались. Ну да. А какие-то отчисления? За название платится процент. Вот. За Айкай Кузнецову положено вознаграждение. Может быть, Да, ладно. интересанты услышат. Нет, дело в том, что я очень рад, что мы создали в 90-м году, и вот до сих пор Ну вот не верится, вот честное слово. Люди выживали в то время. мы ночами не спали. Мы создавали программу, мы в деревнях ездили А раньше. как вы ездили? Что значит ездили? У вас же был целый коллектив. Это надо на бензин, сам транспорт. Дорог не было. Так вот, да, но все равно заказывали автобус как-то вот, как-то выходили из положения. Толкать приходилось погреть. Конечно, естественно. А как с опозданиями? То есть пока вы толкаете, люди ждут. Вот это неприятно, конечно, когда вот мне это очень нехорошо становится, когда вот артисты опаздывают на концерт. Это, во-первых, у людей уже остается какой-то осадок, получается, то, что артисты опаздывают, вот они какие еще себе, представляете, вот, опаздывают. Но всяко приходилось даже утром, приезжаем в это самое, в деревню, толкать автобус, толкаем и приезжаем только под утро. Когда петухи поют. Да. Деревня Петухи просыпается поют, на работу, деревня а тут- просыпается, да, а мы только приезжаем еще, получается. А как быстро становление Айкая произошло? Вас быстро признали? Вот сколько времени примерно прошло? Ой-ой-ой, это не знаю как. Вот, когда я ушел из Италмаса, мне некоторые люди говорили, ты предатель. Естественно. Ты предатель. Почему я предатель? Я артист. Я ищу свое. Вот, какое-то, ну, что-то, чтобы душу мне, как говорится, ну, чтобы мне понравилось, чтобы мне это самое. Да, и Талмас мне очень много дал. Очень много. Анатолий Васильевич большой, должен сказать, спасибо за то, что, ну, Царство Небесное, конечно, Анатолий Васильевич. Но там уже за 12 лет работы был большой опыт. Вот. То есть жалости нет. То есть вы путем созидательным пошли. Новые вершины, новые творческие идеи. Так получается, да. Новые Ну, творческие идеи. ну вот если новая творческая идея, вы так проскользнуло училище, там артист, и откуда же это пошло? Родовые корни-то откуда? Кто научил инструмент держать в руках вообще? Ну, тут дело такое, что у меня отец играл на кубызе. Скрипка? Ну, это не скрипка, но кубыз. Это, ну, Народный инструмент. Да, народный инструмент, так, кубыз. А где Раньше он, и свадьбы там проводили, все. Это тоже ведь надо увидеть, иметь этот инструмент, Ну, научиться. естественно, раньше все постоянно играли. А где это раньше? Так это в Татарстане, Татарстан. Балтасинский район. Балтасинский. Это сколько от Казани? Село Цепя, ну, 120 километров. от 100 Казани. всего? Да, 120 километров. от Это Казани. куда? Восточнее? Так, это как получается? Ну, 120 километров пешком можно пройти. Ну да. И как Я это? в Балтасей раза 3-4 приходил пешком. А в Балтасей, значит, километров 22 километра. Понятно. Ну, это получается анклав такой удмуртский в центре самом. Да. Татарстан. Арск там, да. Арск тоже считается удмуртской диаспорой? Ну, да. То есть мы можем с флагом удмуртским смело там появляться. Я приехал однажды, любитель хоккея, приехал на Акбарс болеть, и в вагоне мы начали уже флаг удмуртский. Мне татары сразу сказали, не смей, ты на территории Татарстана. Да нет, наверное. Ну, мне кажется, это от людей все зависит. Везде ведь есть люди. А как вы считаете,
культуры, вот понимание удмуртской культуры, где больше? Вот там, где удмуртов мало проживает, например, и вокруг другая национальность, этнос, например, удмурты среди татар. Или вот там, где удмуртов много, очень много, например, в Удмуртии, и они немножко расслабляются и забывают свои Вот, корни. да, есть такое вот. У нас ведь в Татарстане, когда мы были, ну, в принципе, там, вот народные корни, песни, танцы, они лучше как-то держатся, сохраняются. Где? Ну, в Татарстане. В Там, Татарстане. в То есть их да, тщательнее вот, да. сохраняют. Да, сохраняются, да. Ну, а здесь, может быть, на самом деле, так же бывает, что вот... То есть отец вот этот инструмент, он уже понимал, что это уникальный инструмент, и Ну, сыну своему естественно, прививал. да. Мама у меня пела, красиво пела, у нее сопрано было тоже. Так это. То есть, Отец играл, пел тоже. Это Ну, как характер. художественная самодеятельность. Да? Я помню, отец мне купил маленькую такую гармошку, и вот посадил около себя рядом так, и давай, говорит. Но я смотрю на него так, что он как играет, и стараюсь подбирать так, значит, так тихонечко так. И вот, наверное, оттуда и все как-то пошло. Потом я стал на тальяночке играть. Там. Он же купил отец, да? Отец не покупал. Я сейчас не помню, откуда эта гармошка у меня появилась. Вот я на этой гармошке играл. А на такой вот двухрядке я... Первый парень на деревне. Krishna darya, tugare çever marya, bılkıdı ilmin korya, attase mıyram çarya, darya marya bani darya, oluk yarmıyla darya, oluk yarmıyla darya, darya marya bani darya. Ну, И да, этот вот. парень решил поехать в город. Да. А почему Ижевск, не Казань? В Казани я был. Значит, тут такая история, что после 10 классов, значит, мы же обычно последний звонок, ну там Да. встречи, там все, давай и это. Я всю ночь не спал и утром поехал сразу в Казань, в музыкальное училище, типа как поступить. Это солидно, Ну, конечно. Да. Туда приехал, я показался, все, и спросили, сколько тебе лет? Ну, вот так-то. И говорит, давай, говорит, дорогой, после армии, говорит, приезжай. А мне-то не хочется время-то потерять-то. У меня был хороший баянист на родине там. Значит, мы с ним поехали в Ижевск. Ну, вот и все началось. И выбор сразу пал на училище культуры. Нет, ну, в принципе, да, но я хотел в музыкальное училище. Я бы поступил тоже, из-за того, что вот меня забрали в армию вот, в этот год. Если бы я... Забрали в армию, это еще в СССР. Да, 73-75 годы я. И какие войска? Военно-транспортная авиация. Я по тревоге вылетал самый первый. Хвосты заносил самолетом. Работал на станции там, значит, Это которые... ты 2 года служил? 2 года, 2 года, да. Мгм. Ну, напрасно не прошлись, вернулся мужчиной, Ну уже да. цель в жизни появилась. Раньше ведь как было, вот в одно время как-то, раньше, значит, парень не был в армии, он не считался мужчиной. Ну, конечно. Да, а это потом немножко, когда уже сюда, там, наоборот, вроде, кто не пошел в армию, значит, он, хитрый такой, значит, Все в жизни ждали, что-то как бы, соображает. жизнь делили до армии, после Да. А армии. сейчас, вот, слава богу, видите, армия как у нас. Я бы еще раз пошел служить, если бы 18 лет было. А после армии вернулись, вот как посчитали, в какой момент осознание того, что вот эта культура, умение играть на инструменте,
осознание того, что это может кормить, стать профессией базовой. Ну, кормить, не кормить, дело не в том, что кормить, не кормить. Я с детства хотел стать артистом. Я даже хотел стать киноартистом. Я вот смотрел всякие фильмы там, это самое. Кого? Ну, Любимый актер? Не. Чапаев. не, ну Чапаев это, вот индийские там, всякие фильмы там, они кидают топорами, там кидаются этими, и мы тоже с другом, значит, Чингачгук, большой да, змей. да, вот так, значит, в сарай так, кинешь, опа, не получилось, ничего, научимся. Это Гойко Митич. И вот все вот так вот как-то это, но вот то, что судьба, вот у меня вот так вот получился артист, я все-таки доволен. Если что бы, так сначала я бы тоже пошел бы. А не было такого ощущения? Вот удмуртская диаспора достаточно замкнутое такое пространство, отдельная деревня, родители, смотрю, работают в сельском хозяйстве. Такое ощущение, вот я поеду в город и убегу от этой бедности, окажусь в другой жизни, это другая сфера общения, как бы другое, совершенно другая культура. Ну, естественно, это когда вот уже думаешь о будущем, естественно, хочется и какого-то творческого подъема, творческий, чтобы это, ну, мир познать. Как говорится, Но вот это творчество, а все-таки удалось убежать от бедности? Вы успешный человек по жизни? Я считаю, что да, я доволен своей жизнью. Судьбой. Судьбой, да, я доволен. То есть пришлось фактически учиться жить заново. После армии, Естественно, да. новая среда обитания, Да. новые люди, Да. новые правила игры. Новые правила игры, да, совершенно верно. Адаптировались быстро? А как так? И если адаптировались быстро, городские пороки, пить, курить, рестораны, гулять, гармонь, весело. Курить я бросил в 55 году, Это когда я родился. с появлением на свет, да? Да, Закрыли тему. это закрыто. Это единственное было, я помню, мы баловство детское было. Ну, это кто? Да, Это такое, через что- это все прошли. Нет, я скажу, как это было. Гречечное поле. Да. Так, вот там, значит, уже когда уже ближе к осени там готовят, мы как его, на ладони его раз помяшь, там, значит, закрутишь и вроде как. Ну, вот такой вот был. По секрету зрителям скажу, у меня тоже было. Мы не на гречичном поле, а мы просто траву крутили, Ну, вот, да. как Да. козью ножку, и пыхтели в лесу. И причем это не один я, там целая Ну, стая там ребят. это святое, все же хотели быть героями. И я еще вот в армии думаю, наверное, закурю или что. И представляешь, нисколько не тянуло, нисколько ничего. Вот сидим с ребятами там, курилки где-то. Они курят, я как-то это... Ну, значит, не судьба. Прошел мимо. Вообще. А как с этим делом? может быть, знаешь еще почему? Вот, значит, может быть так, это самое. Сейчас, одну минуточку. Дело в том, что у меня отец курил махорку, и вот он говорит, когда курит, сам и кашляет, вроде вот так, там, значит, вот и говорит, сынок, никогда, говорит, не кури. Выпить, говорит, немножко можешь, вырастешь, а курить, говорит, не кури. Иначе Может будет быть, вот так. может быть, мне вот это вот самое вот сюда, сознание какое-то, это самое, его слова, вот. Ну, влияние Ну, отца. естественно, у меня вообще никакого желания нет курить. Никакого абсолютно. Понятно. Я даже не думаю, зачем это надо? То есть вы жили всегда в городе в кайф. У Кайф. вас все получалось. Ну, как получалось? Ну, если все получалось, Не все так- сладко ведь в жизни. ну, тогда надо было подлить, залить, а с этим как?
Вот, а у тебя как? Зрителям скажу, ну, 90-е годы мы удачно преодолели свой вагон, свою цистерну выпили. Ну, вот, естественно. Поэтому сейчас успокоились. Ну, естественно, так же. Как-то. Ну, так бывает иногда. Кто сейчас, ну... А сейчас уже делового человека бизнес, сейчас даже невыгодно для своего окружения или для своего эго признаваться в том, что ты с похмелья или еще что-то. Сейчас все хвастаются тренажерами, какие Ну да. виды отдыха, автомобили, какие там аксессуары для рыбалки, охоты имеются. Вот это стало престижно. Какие тренажерные залы. насчет рыбалки хотелось бы отдельно сказать, Так. если можно. Куда нужно. Тут половина Ну, зрителей рыбаки. я же рыбак был такой заядлый, Да, на щуку, на Да, свинью. что попадется. Значит, мы в Италмасе обычно ночью после концерта уходили рыбачить. Утром возвращались, ну где-то в обед возвращались, потом немножко отдохнули и на концерт. Как получилось? У меня все сначала, все удачно все было. Анатолий Васильевич мне дал песню про рыбака, который вместо рыбы вытаскивает корягу. И я вот пою это, у нас даже клип еще где-то был, есть он, вот самое. Пою эту песню, все так, это самое. И представляешь, и рыбы не стало. Вот сидим на рыбалке, я целый день, всю ночь и целый день, ни одного поклева. Здесь у парня это самый сосед, у меня посередке, и здесь. У них танцуют эти поплавки, а мне хоть бы что-то. Я вот целую ночь и целый день сидел. И вот мне как оторвалось. И с И этого... все бросил рыбачить. А жена как обрадовалась. С женой-то мы вместе ездили. то есть она тоже- Она же тоже музыкант, да. Вот. А, кстати, о женщинах. При таком товарном внешнем мужском виде, как бы, испытываете женское влияние, активное такое, интерес к собственной персоне? Но, как Все сказать, кричат: Геннадий! артисты ведь это понятно, что человек на сцене, значит, он, если что, он что-то там вытворяет, что-то поет, это, естественно, кому-то ты нравишься. Наверное, и сейчас, если я не знаю. Как не знаю. Да. Надо четко Ну, в камеру говорить: да. я нравлюсь женщине. Ну, есть, да. Смотрите, Но честно дело- в глаза, я дело- нравлюсь женщине. Я нравлюсь студентам. Вот видите. И девчонку в коротеньком платьице, белым бантиком русой косы. Уходили с тобой на закате, возвращались зарей по росе. Уходили с тобой на закате, возвращались зарей по росе. Но Дело в том, что, нравится это одно дело, а я всю жизнь прожил с такой женщиной, моей супругой, которая, знаешь, вот, минуточку, сейчас последует признание, я чувствую, сердцем чувствую. знаешь, вот, она у меня такая хорошая, что мы всю жизнь с ней все вместе, и на работе вместе, и на огороде, как говорится, вместе. Я благодарен ей, что она у меня есть. Это кто? Таисия Павловна, супруга моя. Они- Спасибо тебе, моя хорошая. Признаться сможете вы в камеру? В смысле, что ли? Ну, естественно, да, моя хорошая. Я целую тебя. Вот так. Дай Бог нам вместе с тобой еще долго жить. Вот дорогого стоит признание. А вот когда скопление большое народа, вы как-то со сцены определяете вот лицо, к которому, ну, приходится обращаться, к кому-то улыбаться, или
Со сцены это не чувствуешь, масса людей и все. Как вот вы это определяете? Или персонально обращаться, вот тебе я улыбаюсь, тебе пою. Или это размывает? Был случай один раз. После концерта приходит ко мне этот самый мужчина и говорит, а слушай, а ты что, говорит, это самое, так, я, говорит, сижу тебе, улыбаясь, все так это самое, ну, я же говорю, а как, так я говорю, вроде там все улыбаются, все смотрят, все как-то это самое. Так я, говорит, на 5-м ряду сидел, 6-е место там это, ага, я должен что ли смотреть, вот, типа как он это самое там улыбается, это. Но, естественно, когда смотришь зал, это всех вроде видишь, все, вот как-то вот такое. Естественно, и смотришь разные взгляды зрителей. Даже можно определить, насколько человек удовлетворен или как бы... Ну да, вот бывает такое, что вот кто-то на тебя так смотрит, даже аж вроде как слова начинаешь это самое, немножко путать. Почему путаю? Вот ты видишь из зала какой-то взгляд такой. Я не знаю, ну... Женский взгляд или мужской? Я не знаю, это женский или какой взгляд, но он как такой вот... Он идет, энергетика. Энергетика такая вот, он забирает как-то вот это самое, тебя, как, вот такое бывает. И, естественно, начинаешь со словами как-то это самое, но ты артист, ты должен выкрутиться как. И такое ощущение прямо это. Да, это такие бывают ощущения, что не просто там это самое, на сцене-то. После концерта вышел, отряхнулся, поправил перышки, Да, сказал все так это. перекрестился. Да, перекрестился. Ну, всякое бывает. Ой, человек,